Я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что изменение меры пресечения Зарифе Саутиевой это был такой малюсенький гуманный акт. И буквально не прошло и 3 дня, как материал оказался по представлению прокурора в суде апелляционной инстанции и был отменен. И Зарифу вернули обратно в следственный изолятор, отменив вот этот малюсенький гуманный акт, таким образом показав судье, что любое его гуманное решение, в том числе если будет какой-нибудь приговор мягкий, я не говорю сейчас за оправдательный даже приговор, а какое-нибудь там мягкое наказание, это такой звонок нижестоящему суду, что апелляционная инстанция любой гуманный акт суда нижестоящей инстанции просто отменит. И это вопиющая несправедливость, потому что само дело, оно абсурдное, нет доказательной базы, нет никаких свидетелей, которые бы подтвердили бы хоть что-то, организацию применения насилия в отношении представителей власти или же создание экстремистского сообщества и участие в нем. Допрашиваются высокопоставленные сотрудники МВД на уровне заместителя министра МВД Республики Ингушетия, которые в судебном заседании подтвердили, что не было никакой даже оперативной информации о том, что создано какое-то экстремистское сообщество или организованы были какие-то там люди нашими лидерами протеста для того, чтобы применить насилие в отношении представителей власти по событиям 27 марта 2019 года, которые произошли в Магасе. Все это, конечно же, явный, очевидный абсурд. То есть эти люди не должны находиться на скамье подсудимых. Конечно, я хотел бы, чтобы общественность России, не только ингушская общественность, повторюсь, у нас не должно быть никаких разделений. Общественность, она должна реагировать на такие вещи, реагировать на несправедливость. Мы живем в одной стране, мы граждане одной страны, поэтому нам необходимо взаимодействовать друг с другом и обращать внимание общественности на подобный произвол со стороны судебной власти, со стороны правоохранительных органов. Я не беру в целом всех судей, потому что тот маленький гуманный акт, который был вынесен в отношении Зарифы Саутиевой, показывает все-таки, что есть все-таки совестливые судьи, что есть все-таки судьи, которые могут как-то гуманно отнестись и вынести хотя бы гуманное решение. Я не говорю, что оно там справедливое или оно основано на законе, но хотя бы оно основано на совести, и оно хотя бы основано на какой-то справедливости, хотя бы касаемо гуманности перевода человека, который находится в ужасных условиях в следственном изоляторе, да, девушку молодую на домашний арест, на ту же изоляцию от общества, но в более, скажем так, человеческие условия.